Программа сейчас уже подходит к концу, и осталось буквально 7 минут до конца эфира. И вот этот промежуток времени небольшой хотелось бы посвятить вашему татарскому ДНК-проекту. Что это такое, ДНК-проект татарский? Татарский ДНК-проект — это объединение людей, которые сделали свой результат, и они объединились, то есть они показали свой результат вот в одном месте. Мы назвали это место, это сайт в интернете, мы назвали его «Татарский ДНК-проект». То есть это частные люди. Это Общественная инициатива получается, да, татар? Да, да. Государством ваш ДНК-проект никак не поддерживается? Государство, понятное дело, его не поддерживает, но помощь нам оказывает, например, тот же Институт истории имени Марджани. То есть у вас как бы есть смычка с исторической наукой, и ваши исследования, они каким-то образом отслеживаются нашими историками? Да, они открыты не только историками, но и генетиками, другими именно учеными. Наши результаты открыты. Наши результаты иногда уникальны, потому что не каждая лаборатория, не каждая российская лаборатория может сделать такой глубокий анализ, как вот в этом проекте получается. А анализы для вас где делаются? Кто их делает? Анализы в основном делаются в Америке, потому что в американской лаборатории, соответственно, это не бесплатно. Вот. А вот еще буквально секундочку, просто скажу, что из себя представляет татарский ДНК-проект. На самом деле он, можно сказать, что разделен на несколько мини-проектов. Мини-проект — это люди, они заинтересованы своим происхождением. Это, как правило, люди, которые занимаются архивами. То есть они, кто профессионал, кто не профессионал, но они именно посвящают часть своей жизни исследованию своих родов, составлению родословных. Своих родословных. И они понимают, что ДНК-исследования им могут помочь. Родство с другими родами. Чтобы происхождение свое лучше да, понять. Там, где нет возможности проверить документально, можно проверить на основе ДНК. Можно сравнить. Простой пример. Мы знаем родословную одного рода, а свою родословную мы не знаем. Если мы говорим о том, что мы с этим человеком являемся родственниками, проверяем на ДНК, значит, мы являемся частью вот этой родословной. Вот так, у нас получается несколько таких проектов, там люди заинтересованные, они тратят свои деньги. А в итоге общая картина получается для всего, скажем так, татарского этноса. То есть, если я правильно понимаю, если мне захотелось проверить свое ДНК, мне нужно будет заплатить свои деньги. Получается, да. И то есть я стану как бы членом вашего сообщества, вашего татарского ДНК-проекта. А сколько стоит пройти тестирование в вашем проекте? Вот в этой лаборатории американской, о которой мы говорим, стоимость, у нас курс сейчас доллара такой не очень стабильный, минимального теста от 3,5 до 4 тысяч рублей. Но мы рекомендуем сделать... А минимальный тест — это что такое? Минимальный тест — это 12 маркеров. А это что-то дает вообще 12 маркеров? 12 маркеров, он покажет родство. То, как я говорил, я сделал свой первый тест, 12 маркеров, и у меня родственники оказались от Индии до Великобритании. А чтобы отсечь вот этих далеких родственников и какой-то более-менее результат получить, лучше сделать тест 37 маркеров. Это сколько будет стоить? Это порядка 8 тысяч рублей. Но я так понимаю, там чем больше платишь, тем можно более получить подробную информацию. Да, обычно не останавливаются, одним тестом не останавливаются. Когда появляется там много совпаденцев, мы хотим четко понять, каким мы ближе или каким мы дальше, можно сделать дополнительные тесты. А сколько стоит, так скажем, такой самый крутой тест максимальный? Есть очень хороший тест, недавно появился, он называется Big Y. Он нам покажет, он нам сделает полный анализ
нашего Y-ДНК. И сколько такой тест стоит? Он, если я не ошибаюсь, порядка $575. И то есть люди, которые готовы отдавать такие деньги? Есть люди, которым это интересно. Ну, А что он им дает? Вот конкретно какую информацию может дать человеку? этот тест, он более точно показывает степень родства и возраст общего предка. То есть мы говорили категориями там 500 лет, погрешность такая у нас была. Здесь уже мы можем более точно говорить. И мы четко понимаем, какая наша ветка. То есть, ну, получается, что татарский ДНК-проект, в принципе, существует за счет энтузиастов, которым интересна своя история, свои корни, Совершенно и которые готовы вот, в качестве эксперимента там, или увлечения, любопытства провериться. А каким образом люди могут с вами связаться, которые хотят пройти вот это исследование? Ну, хорошо. Есть много способов, да, в основном это интернет, есть ресурсы, ну, даже просто можно набрать там в поиске. То есть, в принципе, наверное, Максума Акчурина можно найти ВКонтакте. Да. Вы можете выйти на сайт татарского ДНК-проекта, и там контакты администраторов. Но я, насколько понял, там вот сейчас в интернете не один ДНК-проект татарский, да, или уже один остался? Там же, по-моему, несколько было, да, их два, по-моему, или... Ну, начиналось несколько. Сейчас, в принципе, один остался, да? Сейчас существует их два проекта, и там я являюсь администратором. То есть какой ДНК-проект не попадешь, все равно попадешь к вам. Да. Понятно. Ну, я думаю, что мы как бы все вопросы с вами обсудили, и на этом можно нашу программу завершать. Всего доброго, до свидания.